Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня этот день встречаю вместе с вами я, Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. У нас будет на прямой связи. Я думаю, сегодня будет очень интересный эфир. Во-первых, мы узнаем, что такое йога Айенгара, а также как избавиться от вредных привычек. Ну а с Вероникой мы также прогуляемся по городскому парку и узнаем также сегодня в эфире, как можно закоптить окуня без коптильни и что посетить в грядущие выходные. Но перед тем, как начать, я бы хотел вам напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где мы также выкладываем интересные сюжеты, новости и все самое интересное. Ну а также иногда дарим подарки нашим подписчикам. Поэтому прямо сейчас можете подписаться на наш телеграм-канал. Но лето у нас уже, в принципе, началось. И давайте узнаем, какая погода сейчас за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была плюс 11, плюс 15 градусов. В заречной группе Улусов плюс 2, плюс 16. В южных 11-12 градусов выше нуля. В Вилюйской группе Улусов плюс 15, плюс 16, Нижнеленских плюс 14-17 градусов. В западных районах от 10 до 16 градусов выше нуля. В Колымо-Индигирской группе Улусов 13-18. В Янских плюс 13, плюс 16. На северо-западе республики от 1 до 14 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Ну и, конечно, сейчас самое время узнать, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Слово передаем нашей коллеге Барферине Алексеевой. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Стартовал 65-летний юбилейный трудовой сезон студенческих отрядов. О своих планах студенты рассказали на встрече с заместителем председателя правительства Ольгой Балабкиной. Вице-премьер отметила, что студенческие отряды являются крепкой силой развития разных отраслей жизни. Еще имеет большое патриотическое значение. С таким мнением поделились и уважаемые ветераны студенческих отрядов. Им вручили благодарственные письма и памятные подарки. Мы, давая старт, говорим о том, что это форма организации студентов, и уже сегодня подключаются и просто неорганизованные подростки, говорит о необходимости воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма. Соответственно, сегодня главное произойдет передача опыта наставников, которые являются ветеранами студенческих строительных отрядов. Студенческие строительные отряды сегодня развиваются у нас на фоне и, соответственно, работу с нашими промышленными организациями. Начинаем от маленького, от уборки муниципальных образований, заканчиваем большим строительством космодромов. Отмечу, что более 4000 молодых людей будут задействованы в разных направлениях работы. Так, более 1000 студентов готовы строить и ремонтировать специальные объекты и дороги. 500 молодых людей помогут в сельском хозяйстве. В рыбные заводы Камчатки и Сахалина поедут 250 бойцов. Также организованы педагогические отряды. Подростки, школьники готовы присоединиться к работе по благоустройству города. А более 70 студентов будут участвовать в ликвидации последствий паводка в Намском и Алекминском улусах. Мы хотим, чтобы вот именно подростковые отряды больше работали. Это те ребята, которые будут работать в основном в городе Якутске, которые будут занимать наших ребят в детских площадках на 2-3 часа, чтобы дать возможность отдохнуть родителям. Развивающие игры под руководством педагогических отрядов, это наши педотряды максимально курируют. Ну и, конечно же, вот сервисные отряды, которые в городе функционируют, в студгородке. Ну и, конечно, хочется поблагодарить город Якутск. Они в этом году дали нам объем, довольно неплохой объем.
на 100 человек. Надеемся, что данное количество будет увеличиваться с каждым годом. Производительность ремонтников «Алмаз-Дортранса» повысят с помощью консультантов. Консалтинговая организация неделю изучала работу ремонтной службы МАФТ. Обследовали рабочее место, расстановку оборудования и инструментов. Следили за передвижениями работников, выявили проблемы и ошибки персонала в производственных процессах. О способах их решения консультанты рассказали на гембо-сессии. На производстве ждут снижения затрат на ремонт, а также повышения производительности ремонтного персонала. В будущем обучение проведут и в других цехах. Ремонт – неотъемлемая часть автотранспорта, поэтому чем лучше, чем качественнее будет ремонт, тем меньше будет сходов, тем больше будет доступность автомобилей. Команда Якутии победила на первых интеллектуальных играх Национального конгресс-бюро для профессионалов эвент-индустрии. Игры были приурочены празднованию Всемирного дня выставок на форуме «Россия» ВДНХ. За звание интеллектуальных чемпионов отрасли и символ игр «Красное яблоко» боролись 5 команд. Представители из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Якутии. В команду региона вошли сотрудники якутского стенда на ВДНХ, постоянного предправительства и научно-образовательного центра «Север». Вопросы викторины касались истории выставочного движения, наиболее ярких событий в российских регионах. Это прекрасное решение. Мы действительно заняли первое место, а само мероприятие было посвящено выставочной деятельности и различным выставкам, которые происходили на протяжении всей истории человечества. Мы бы могли и организовать подобного рода мероприятия сами, тоже выбрав ту тематику, которая актуальна. Например, учитывая то, что сейчас в ближайшие дни у нас будет праздноваться национальный праздник ИСЭХ, мы бы могли сделать такую викторину, например, по этому празднику, по ИСЭХ. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. Мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился. Ну и я думаю, сейчас вы уже проснулись и готовы получить заряд бодрости. А мы сегодня этот заряд будем получать в режиме онлайн. У нас на связи Вероника Тамтосова и преподаватель йоги Анастасия Корнилова. Передаем слово им. Вероника, Анастасия, доброе утро. Доброе утро, Якутия! Сегодня мы начинаем наше утро в парке. Чудесная погода. У нас прекрасный тренер. Мы сегодня решили не просто сделать зарядку, а сделать зарядку мало того, что в парке, еще и при участии Анастасии. Анастасия, вот ты практик йоги. Как ты считаешь, утром нужно заниматься зарядкой? Обязательно? Обязательно нужно, потому что для каждого человека, когда он просыпается, у него обычно есть отеки. Я предлагаю сегодня начать практику с лимфодренажной разминки. Очень Начнем? интересно, конечно. Хорошо. Встаньте ровно, поставьте ноги на ширине таза, положите правую руку на начало под ключицей с внутренней стороны и наклоните голову в противоположную сторону. Ага. И теперь, Вероника, поверните голову по диагонали вверх. Ага. И покрутите головой, ощущая, как втягиваются у вас. Да, очень хорошо. Ага, отлично. И можете еще голову в эту сторону повернуть. Теперь вытяните руку в сторону. И можно завернуть руку и тоже пошевелить, подвигать головой. Хорошо. А для чего мы это делаем? Это мы делаем. Тут, наверное, Вероника, очень хорошо, ясно видно, насколько связана рука с шеей. То есть, если зажаты наши руки, это непременно отражается на красоте лица, на красоте шеи. Вероника, как? Тянется у вас? Да, тянется шея. И теперь давайте развернем нашу руку и сделаем то же самое. То есть другой рукой? Другой рукой, да. В другую сторону, да, поворачиваем, ощущаем, насколько сильно у нас связан весь организм. Почувствуйте, Вероника, может, вы даже чувствуете вытяжение в пальцах рук. Ага. Ну, вообще такая интересная растяжка, да, с утра пораньше. Я прям чувствую, что шея начала двигаться лучше. Да, и теперь опустите руки, давайте дадим пищу для мозга. Сравните в правую, левую сторону, может, у вас даже потеплели уши. Ага, хорошо. И давайте теперь основание ладони ставим на шею. Вдох и на выдохе направляем в сторону лимфатических узлов, в сторону подмышек. Выдох. И повторим 3 раза. Вдох поставили, выдох, как бы выжимаем жидкость.
И еще раз вдох, выдох. Отлично. И теперь продолжим разминку. Руки в замок. Разверните руку, тяните локти. И давайте 3 раза опустим плечи вниз. 1, 2 и 3. Держим плечи внизу. Поднимите руки вверх. И теперь прижмите больше правую стопу. Прижмитесь к земле, к полу. Вдох и на выдохе наклонитесь влево. Наша задача наклониться не глубже, а почувствовать вытяжение с правой стороны в ребрах. Вероника, как у вас дела? Все хорошо. Ага. А вообще вы вот как утром начинаете? То есть это что-то Это, простое? да, это из моей практики. Это прям тоже из практики? Да, ага. Мне казалось, что практика йоги это что-то другое немножко. Да, ну есть, как сказать, такие движения, которые очень простые и очень глубоко доходят до нужного места. Вы, наверное, сами чувствуете. Да. И теперь прижмите левую стопу поплотнее и вдох, на выдохе наклонились в правую сторону, ощущая движение в левых ребрах. Хорошо, достаточно. Опустите руки и давайте скрутимся. Скручивание, как никто, убирает наши отеки. Сделайте вдох, поднимите руки вверх, скручиваемся в правую сторону, опустите руки. И самое важное, надо вернуть таз обратно и смотрим в правую сторону. Отлично. И теперь направьте внимание на вашу спину. В спинке должны быть приятные ощущения вытяжения. Вероника, как вам? Хорошо, спасибо. Хорошо. И возвращаем. А с чего вообще лучше начинать заниматься йогой? Как говорит наш великий Айенгар, он говорит, что надо сперва расстелить коврик, а потом уже все само пойдет, как говорится. Ну, то есть в любом возрасте можно начать. В любом возрасте. Вот что нравится в йоге, это вот в любом возрасте можно начать и в другую сторону. Ну, спасибо большое за разминку, очень было интересно. Начинайте каждое утро хотя бы вот с такой растяжки, и отеки, и красивая внешность будет обеспечена. То есть отеков не будет, а внешность будет замечательной. Доброго утра! Просто. Вероника, спасибо, Анастасия. Действительно, утренняя зарядка, йога — это то, что относится к полезным привычкам. Но сейчас мы затронем тему привычек вредных. О вреде чрезмерного употребления алкоголя, кажется, известно всем. Но мало кто признается себе, что, соответственно, злоупотребляет. Особенно, когда речь идет о небольших, даже если и ежедневных дозах. Существует мнение, что в небольших количествах алкоголь полезен. Однако врачи, даже учитывая возможный положительный эффект от умеренного употребления алкоголя, рекомендуют отказаться от него вовсе, нежели вводить в свой постоянный рацион. Представляем вам нашу гостью Анна Наговицына, заведующая отделением неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркологического диспансера. Доброе утро. Доброе. Расскажите, как на сегодня обстоит ситуация с данной проблемой в Якутии? Ну, алкоголизм — это очень большая социальная проблема, которая, к сожалению, существовала, существует и, наверное, будет существовать. Если брать, в принципе, статистику и цифры, да, то за прошлый год за стационарной наркологической помощью обратилось порядка 6500 человек, что немного выше уровня, да, по России, но это говорит прежде всего о том, что наркологическая помощь именно в Якутске у нас очень доступная. Наш стационар работает круглосуточно, мы всегда готовы оказать помощь, и люди обращаются к нам. У нас высокая выявляемость. А вот что касается молодежной среды, да, существуют ли какие-то тенденции, может, улучшения, да, то есть более здоровых привычек? Такая тенденция, к счастью, есть. Молодежь у нас на данный момент очень осознанная. Они занимаются спортом, формируют в себе какие-то здоровые привычки, да, не боятся обращаться к психологам. И также очень важно проводить профилактическую работу, что вот, опять же, наш стационар, не только стационар, наш наркологический диспансер проводит ежемесячную работу именно с молодежью, это то есть в школах. Наши врачи, психиатры, наркологи, наши психологи проводят профилактические беседы, лекции о вреде алкоголизма, что тоже в позитивном ключе как бы отражается на формирование представления о здоровом образе жизни у нашего
подрастающего поколения. Но есть такое понятие бытовой алкоголизм. Вот как с ним можно бороться? В народе бытовой алкоголизм — бытует такое понятие, что употребление по праздникам, оно не вредно. Но как врач-нарколог я хочу сказать, что предупредить, да, наше население о том, что безопасных доз алкоголя вообще в принципе не существует. Любое употребление любого количества спиртных напитков, оно, к сожалению, ведет всегда к формированию зависимости. Алкоголь — это очень сильное психоактивное вещество. А куда можно вообще обратиться и какая помощь необходима человеку, который зависим? Так, в рамках недели отказа от алкоголя наш наркологический диспансер завтра, в пятницу, 14 числа, проводит вечер анонимного лечения алкоголизма. То есть с 4 до 8 часов в нашем диспансерно-поликлиническом отделении по адресу проспект Михаила Николаева, 38, проводит необходимые консультации врачей-наркологов, психологов. То есть может обратиться не только человек, страдающий от алкоголизма, но также родственники. Родственники, к сожалению, тоже являются созависимыми. Психологи окажут помощь, да, могут получить дезинтоксикационную терапию, помощь психолога, кодирование и так далее. В целом алкоголизм, он, скорее всего, опасен тем, что человек, наверное, до конца не осознает, да, что он зависим. Да. И можно ли бросить пить самостоятельно? Бросить пить, если у человека не сформировалась зависимость, в принципе, очень легко. То прежде всего отказаться вообще от употребления любого количества алкоголя, да, в первую очередь. Но человеку, у которого сформировалась уже зависимость, будет немного сложнее. И как раз-таки в этом случае приходим на помощь мы, наркологи. Не стоит бояться обращаться за помощью, это не стыдно. Есть анонимная у нас помощь, так что... Можно ли бросить пить резко, да? И чем это чревато? Так, чревато, смотрите, если бросить пить резко в стадии запоя, да, когда человек в запое находится, то это чревато очень сильными последствиями. Тут крайне необходимо обратиться именно за помощью в стационар, потому что при резком употреблении после длительного запоя у человека нарушаются вообще все функции организма. В первую очередь страдает сон, за счет того, что человек испытывает бессонницу, могут проявляться такие последствия, это как белая горячка, да, если по-простому сказать. Могут появляться галлюцинации и так далее. Также очень сильно страдает весь организм, так что тут крайне необходима именно помощь специалиста. Вы упомянули, допустим, белая горячка, бессонница, это уже, запой, например, да, это уже конкретно даже окружающие люди понимают, что человек алкоголик, да, то есть алкозависим. А где эта грань и насколько она тонкая? То есть, допустим, употребление по выходным дням, например, да, это уже алкоголизм или нет? Где эта грань находится? Эта грань очень тонкая на самом деле. И, как я уже сказала, безопасных доз употребления алкоголя не существует. То есть не стоит употреблять вообще, не начинать. И действительно, эту грань очень сложно заметить. Да? Человек, который употребляет алкоголь, он маленькими шагами в любом случае продвигается в сторону уже зависимости. И действительно, человек может уже не понимать, что у него наступила эта зависимость. Он будет это отрицать. Но зависимость, к сожалению, наступает очень быстро. Человек решил освободиться, да, от зависимости. Насколько долго выводится алкоголь из организма и сколько вообще длится восстановление? В среднем, если брать плюс-минус 2-3 недели, да, организм прекрасное свойство у нас имеет, это восстановление. В первую очередь восстанавливается, опять же, психологическое, эмоциональное состояние человека, улучшается настроение, улучшается качество сна, человек начинает радоваться жизни, да, у него повышается работоспособность. Также, естественно, снижается уровень воспаления. Алкоголь как раз-таки вызывает очень сильные воспалительные процессы в организме. Это в первую очередь в печени, в поджелудочной железе, вообще, в принципе, на все системы, органы, да, оказывает влияние. Также на сердечно-сосудистую систему, естественно, алкоголь влияет. При отказе от алкоголя, через 2-3 недельки уже будет заметен положительный эффект, то есть снижение уровня холестерина того же, да, снижение артериального давления.
Так что, в принципе, в течение 2-3 недель можно как-то немного уже восстановиться. Но более длительная ремиссия, то есть воздержание от алкоголя, естественно, повлечет за собой более, такие значимые уже позитивные чем дольше изменения. Отказываешься, тем более положительный результат. Да, спасибо вам большое за очень интересную информацию. Ну, а мы продолжаем. С 1 июня в рамках проекта «Острог-2024» студенческие отряды начали работу по благоустройству города в 8 округах. Подростки и студенты задействованы в демонтаже, покраске, уборке территорий, посадке саженцев, поливке растений и других подобных работах. Подробнее давайте узнаем в следующем сюжете. В Якутске стартовало движение студенческих трудовых отрядов. Одним из действующих на сегодня таких отрядов является команда Сайсарского округа. Десятки подростков и студентов объединились в одну большую команду, чтобы сделать наш город чище и красивее. В данный момент мы занимаемся посадкой цветов, благоустройством сквера Лонгинова. Подростки очень хотят работать, их мотивируют. И они тут не просто работают, они развиваются, общаются, круг общения у них расширяется, можно сказать, знакомятся. Студенческие трудовые проекты отличаются от других тем, что в нем проводятся много мероприятий разного формата. Ребята не только трудятся, но и заводят новые знакомства, общаются и весело, но с пользой проводят свое лето. Тут есть несколько плюсов. Ты находишь новых знакомств, делаешь чище наш город и красивее. Вступайте в российские студенческие отряды. Тут вы найдете знакомства, обширные связи и многое другое. В каждом отряде по 17 человек, и это не только студенты, но и ученики старших классов из городских школ. Алишеру Абдулаеву всего 14 лет. Мальчик признается, что живет в Сайсарском округе с самого детства и очень хочет облагородить свою улицу. Я хочу, чтобы этот округ был чище и был без мусора, и красивее. Распределившись по территории, каждый выполняет свою задачу, чтобы общими усилиями подготовить город к предстоящим играм «Дети Азии». В руках у ребят грабли и мешки для мусора. Каждый занят своим делом, и никто даже не думает отлынивать. Ведь цель у ребят одна – сделать город чище. Мы занимаемся посадкой цветов, также убираем город, чистим его от мусора. Также мы занимаемся дорожными работами, где сейчас проводятся ремонты. Наш город – это наш родной дом. Это место, где мы родились и выросли. Стремление сделать город чистым и красивым должно быть в каждом жителе, независимо от его возраста. Для этого надо объединить усилия всех проживающих в городе людей, но для начала каждый из нас должен начать с себя. Илана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. На календаре 13 июня. Сегодня Вознесение Господне. День Божиих коровок. День швейной машинки и Международный день распространения информации об альпинизме. По народному календарю Иеремей Распрягальник. В этот день было принято слушать кукушку. Если она часто и громко кукует, погода будет хорошей. Это день в истории. В 1825 году, 13 июня, запатентована безопасная булавка. В 1858 году подписан Тяньцзинский трактат, русско-китайский договор о мире и дружбе. В 1895 году в этот день во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. В 1912 году в Москве открыт Музей изящных искусств, сегодня Пушкинский музей. 1944 год. Первое боевое применение немецких самолетов-снарядов, крылатых ракет. В этот день родились Гней Юлий Агрикола, римский полководец; Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном, востоковед; Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики; Гойко Митич, югославский германский актер, режиссер, каскадер; а также Сергей Маковецкий, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Борис, Кристина, Николай, Роман и Филипп.
В любом населенном пункте России, а может и мира, будь то село или мегаполис, найдется улица или хотя бы переулок, названный в честь Александра Сергеевича Пушкина. Доказать это намерены библиотекари страны. По инициативе Национальной библиотеки Якутии в честь 225-летия со дня рождения великого поэта запущена краеведческая акция «Пушкин в моем городе». Подробнее в следующем сюжете. Библиотекари страны объединяются, чтобы в очередной раз подтвердить, не зарастет народная тропа к гению русского слова Александру Сергеевичу Пушкину. Любовь многих поколений к великому поэту выразила краеведческая акция «Пушкин в моем городе». Библиотекари Крыма, Алтая, Мурманска, Пензы, Оренбурга и других городов матушки России рассказали о достопримечательностях, посвященных памяти Александра Сергеевича. Сейчас мы находимся у памятника великому русскому поэту. После посещения Бёрд, Пушкин с Далем. И ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта, а значит памятник, что он воздвиг себе нерукотворный, будет стоять вечно. Улицы и памятники, скверы и бульвары, сотни объектов хранят память о поэте и продолжают вдохновлять на собственное творчество. К примеру, в Саранском парке можно увидеть панно из живых растений, изображающие профиль Пушкина. А в Барнауле у памятника Пушкина каждый год чествуют молодых поэтов. Но главное, что в суете будней, независимо от возраста и профессии, каждый россиянин может прикоснуться к вечному и прекрасному, придя в Пушкинский уголок. Город Острог Псковской области с радостью принял участие в акции «Пушкин в моем городе». Для островичей Александр Сергеевич Пушкин является достопримечательностью, потому что поэт неоднократно проезжал через наш город. Главная библиотека Якутии носила имя Александра Пушкина до 90-го года, но до сих пор якутяне называют ее Пушкинкой, а барельеф поэта встречает читателей вот уже 41 год. Еще 3 объекта в Якутске посвящены великому поэту: улица, Русский драматический театр и бюст в сквере у театра. И сегодня этот бронзовый бюст является для нас, я думаю, символом русской культуры, русской традиции и великого языка. Организаторы акции, сотрудники Национальной библиотеки Якутии, вдохновлены горячим откликом коллег и планируют расширить акцию до международного масштаба. Ведь гений Пушкина – достояние всего человечества и каждого в отдельности. Присоединяйтесь к акции по тегу «Пушкин в моем городе» в сети ВКонтакте. Юлия Новгородова, Михаил Эверстов, Семен Гинчак, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Совсем недавно парк культуры и отдыха вновь распахнул свои двери после ремонта. Сейчас этим утром там находится Вероника Тамтосова. Давайте узнаем, какие изменения произошли в парке. Вероника, тебе слово. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Мы сегодня в парке. Решили показать вам, да и сами прогуляться. Я, честно говоря, после ремонтных работ здесь не была, но они еще продолжаются. Мы видим, что вовсю идет благоустройство, да, то есть у нас новые дорожки. Наш любимый с детства фонтан стал намного лучше, намного краше. Его покрасили, сделали скамеечки. То есть с детства вроде бы помним, но преобразился. Что мы видим? Мы видим, что у нас появились новые зоны. Во-первых, у нас здесь появились новые чудесные беседки. Здесь по аллее можно пройти. Сама аллея, ее облагородили. Это исторические личности. То есть очень красиво, очень значимо для Якутии. Да? Но если пройти дальше вглубь, можно увидеть, что появились очень хорошие, удобные, красивые в национальном стиле беседки. То есть национальный колорит сохраняется в парке. Он создан, чтобы стать центром притяжения всех поколений. То есть поколений детей, которые могут покататься на каруселях. Мы видим здесь вот с краю видна аллея, то, что там появились новые аттракционы. Вот яркие, красочные, да, появилась зона для того, чтобы кататься на всем, чем можно, то есть от велосипедов, самокатов, очень безопасно, потому что это закрытая зона, у нас здесь нет, естественно, машин, и появилась замечательная новая спортивная площадка, то есть мы сделали сегодня разминку в стиле йоги, да, то есть более на растяжку, но кто хочет позаниматься более силовыми упражнениями, а кто хочет подтягиваться, может вот воспользоваться такими замечательными тренажерами, которые стоят прямо на улице. Есть возможность заменить зал, который уже надоел, наверное, за зиму, да, занятиями на природе, на свежем воздухе, рано утром. Мы здесь видим, что гуляют люди, ездят на велосипедах, вовсю делают разминку. То есть, несмотря на раннее утро, парк живет.
он живет, и многие люди уже просто наслаждаются хорошей погодой, хорошей атмосферой, наблюдают, заряжаются позитивной энергетикой и примером. Если дальше пройдем, то видно, что зона зеленая стала как будто бы больше, на самом деле просто облагородили именно сами пешие зоны, то есть пешеходные зоны, они стали удобней, кто-то уже вот занимается пробежкой. Ну и дальше опять же видим, что мы из любой точки парка можем сейчас пройти в несколько аллей, да, и по центральной аллее ознакомиться с тем, как стало. Но даже фонари у нас теперь тоже очень красивые, очень колоритные и очень современные. Поэтому приходите в парк, гуляйте, начинайте утро не только вместе с нами, но и бодро, с зарядки, с позитива, с хорошего настроения на свежем воздухе. Спасибо, Вероника. Действительно, смотришь на наш парк и, конечно же, понимаешь, что уже лето в самом разгаре. Но есть, конечно, минусы в виде комаров, но я думаю, это такая мелочь, да, по сравнению с тем, какие эмоции можно получить, например, побывав на рыбалке. Но вот я думаю, что если вы побывали на рыбалке и не приготовили уху, это значит, вы не побывали на рыбалке. Ну а что делать, если, например, уже хочется небольшого разнообразия? Ну, например, вы несколько дней рыбачите. Ну, вот такое тоже бывает. Вот наша рубрика «Полезные советы» подскажет, как можно закоптить, например, окуня, используя подручные материалы и совершенно не используя коптильню. Развели большой костер. Сейчас дождемся равномерных углей и будем коптить. Листьев тальника надо много. Они очень хорошо сдираются без веточек, когда собираем в обратную сторону. Так, вот мы собрали листья тальника, немножко подсолили окуней, которых поймали. Окуней, значит, просто потрошим, чешую не убираем. Так, вот у нас получились равномерные угли. Мы на них засыпаем примерно 3-4 сантиметра равномерно листья, в общем говоря, тальника. Так вот, ложи их. Выкладываем рыбу. Голова, хвост. Засыпаем листьями. В принципе, вот так вот мы уложили рыбу. Сверху накрыли листвой. И зажали с двух сторон большими бревнами, чтобы дым циркулировал именно внутри листьев. В принципе, можно этого не делать, но у нас, к сожалению, ветерок такой довольно-таки сильный. Прошло 20 минут, и мы снимаем рыбу. Получилось у нас отлично. Окуня горячего копчения. Получились очень вкусные окуни горячего копчения. Данных окуней, как вы видели, мы закоптили из подручных средств, в походных условиях, из того, что нашли на самой природе. Получается очень вкусно, легко, а главное очень быстро и полезно. Ну а если в эти выходные вы не планируете выезд на природу, на реку, на рыбалку, то мы можем вам подсказать, какие премьеры и фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Киноафиша». Здесь его нашли. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Что? Отечественный фильм ужасов «Заклятие. Шепот ведьм». В съемках трейлера приняли участие Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шедловская, Игорь Грабузов и другие. Первый прибор для записи звука.
Лента расскажет о детективе, который расследует убийство подростков в глухой деревне. Во время поиска ответов на вопросы о гибели детей он сталкивается с потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью. Ее шепот погружает в ужас. Меня зовут Эзра. Куда лошадки скачут лечиться? В Эго-госпиталь. О, твоя первая шутка. Премьера фильма «Папа» от режиссера Тони Голдуина. Картина повествует о трогательной истории мальчика-аутиста и отца, который учится принимать мир друг друга и себя в нем. Ребенка как революционно сконструированный суперкомпьютер. Наваляй этим гадам, покажи им, кто здесь босс. Жизнь стендап-комика Макса оставляет желать лучшего. Он не успешен, а жена героя планирует развод, поэтому мужчине приходится переехать к своему отцу, который недолюбливает его. Вместе с супругой он воспитывает 11-летнего сына Эзра, который живет с синдромом аутизма. Макс делает все, чтобы стать для него хорошим отцом. Когда мальчика в очередной раз исключают из школы, герой берет его с собой в путешествие, чтобы показать жизнь и научиться видеть мир друг друга таким, какой он есть. Не можешь, он у тебя замечательный. Гениально. Ты знал, что аутизм переводится как «жить в собственном мире»? А я хочу, чтобы он жил в нашем мире. Эй, я тебя люблю. Папа. Никто и не говорил, что легко быть папой. В кино с 13 июня. Всем привет! С вами радость, голос разума Райли. Пошумим! А с 15 июня смотрите мультфильм «Головоломка 2», который стартует продолжением первой части. Мы чуть не забыли надеть капу. Страх! Нет, нет! События мультфильмов происходят в сознании девочки по имени Райли. В первой части в центре внимания оказались ее эмоции: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Лидером команды предстала радость. В конце мультфильма в главном офисе эмоций установили новый пульт управления. На нем ребята обнаружили загадочную кнопку, связанную с переходным возрастом. В сиквеле Райли станет подростком, поэтому она начнет испытывать новые, более сложные эмоции. В ее внутреннем мире появится тревожность, смущение, зависть, тоска и ностальгия. Друзей. Привет, будущие подружки! Райли взрослеет, ей нужны более сложные эмоции. Ты не можешь нас закупорить! Ты еще не собрана? Я никчемная! Да, это затянется лет на 10. Бежим! Мы нужны, Райли! Я в тебе когда-нибудь ошибалась? Много. Напомним, первая часть фильма «Головоломка» стала обладателем премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Какое счастье, что вы нам повстречались! Ага, какие-то хамы. Не какие-то, а еще какие. «Головоломка 2». Только в кинотеатрах. В преддверии национального праздника Эсэх как никогда актуальна тема национальных костюмов. Например, платье «Холодай». На прямой связи сегодня о симбиозе традиций и современности мы поговорим с дизайнером-модельером Парасковьей Иннокентьевой. Пообщается с ней Вероника Тамтосова. Пожалуйста, вам слово. Всем еще раз доброго утра, но мы не только гуляем по парку, мы и встречаемся с гостями сегодня в парке. Совсем скоро долгожданный всеми праздник Эсэх. И у нас сегодня в гостях модельер Парасковья. Доброе утро, спасибо, что пришли к нам в парк. Доброе утро. Ну, в преддверии Эсэха каждая девушка мечтает получить такой удивительный, национальный, красивый наряд. А вы специализируетесь на национальной одежде. Расскажите, как вы пришли в эту профессию? Перешла я в эту профессию в своем осознанном возрасте. Я с детства мечтала заниматься творчеством, и вот так сложилось то, что я стала дизайнером. На данный момент я работаю над созданием своего бренда. Бренд называется моим именем, Парасковья. И в этом году первая коллекция, именно якутская, национальные костюмы выпустили.
Очень хорошо. Вот сейчас мы видим ваши модели, они такие все утонченные, такие классические. Почему выбран именно такой стиль? И вот я смотрю материалы, ну, на мой взгляд, не совсем привычные в обыденной жизни. То есть не всегда увидишь такую качественную одежду. Да, материалы я специально подбирала именно хлопковые, льняные, чтобы они служили долго, и летом было, чтобы прохладно, да. Во время высоха же жарко, да, и да, обычно это очень большая некомфортно, проблема, да, очень некомфортно, поэтому первая задача это была практичность, удобство и долговечность. Ну, давайте посмотрим поближе. У нас такие чудесные модели сегодня. Вот особенность этого костюма в чем? Так, этот костюм состоит из юбки, рубашки и жилета. Получается, в юбках имеется карман. На данный момент у всех людей есть телефоны, да, куда положить, чтобы было удобно. И жилет приталенный создает форму. Ну, форма талии, вообще да, очень красивая, очень женственная и такая нестандартная. Давайте мы немножко покружим, посмотрим. Вот такая вот форма. Очень удобная юбка, да, широкая. Да. Ага, юбка широкая, приталенная и рубашка хлопковая, чтобы в дальнейшем люди это носили и в работе, в повседневной жизни. Ну да, вполне можно разделить костюм и пойти на работу. Да, разделить, и юбку там можно, например, одеть с обычными футболками, там, майками на работу, да, летом. Такой прагматичный подход, но при этом очень сохранение национального стиля. Здесь у нас что-то более такое нежное, да? Это платье. Да, это уже платье холодай, но цвет я подбирала именно бежевый. Кстати, в этом сезоне, да, летом, вот лимонные и бежевые цвета именно в тренде. Так спасибо, что подсказали. Да. Ага. И чтобы этот холодай был именно базовый холодай, но чтобы люди каждый год меняли только верхнюю часть, там жилетку, украшения, все. Ну и каждый раз она будет смотреться как бы по-новому. Актуально, да. И элементы вот очень интересные, декоративные на элементы жилете. именно выбранные типа как винтажные. Винтажи сейчас в топе, да, все выбирают. Ну, общий образ такой винтажный получился. Да. Но очень современно и актуально сейчас. Да, тоже имеется карман для удобства. Ну, чудесно просто. Я бы в таком точно ходила. И следующий образ, она более молодежная, и цвет выбран именно более таким спокойным. И вот байбары, да, линия байбары, она получается фигурная. Не прямая линия, а фигурная. А жилет тоже получилось винтажным, чтобы было в дальнейшем спокойно одеть и с джинсами, с обычными брюками, да. Ну, юбка вот особенное внимание привлекает. Да. Наверное, не все обратили внимание, можно нам немножко ее растянуть? Да, вот мы видим, что сборка у нас получается такая интересная, да? Да, более волнистая, спокойная. И кружиться в ней не страшно, поднимается, ничего не задирается, очень удобно. Да. Ну, модели очень актуальные все, да, очень экологичные с точки зрения натуральных материалов, в них наверняка не жарко. А что вы еще планируете выпустить? Я планирую в дальнейшем как-то развить именно вот это направление, там рубашка, юбка, жилеты, может даже брюки именно с какими-то якутскими элементами, деталями или формами, да, ну, то есть, именно на массовость. То есть это для тех, кто хочет в повседневной жизни проявить свою индивидуальность, национальный колорит и, получается, и привлечь внимание к себе национальными деталями. Да, да. Что бы вы посоветовали молодым девушкам, особенно при подготовке к СЭХ, потому что некоторые немножко растеряны, что найти в своем гардеробе, как подобрать образ правильно, чтобы он служил долгие годы? Подобрать образ нужно именно, ну, как сказать, но то, что им нравится самому человеку, да, как бы у каждого человека должен быть свой индивидуальный стиль, и который подчеркивает именно вот характер девушки, да. Но базовые цвета это бежевые, там белые, серые цвета, ну черные нельзя, да, такие, чтобы в последующем можно было носить. Я считаю то, что одежда должна отработать свою стоимость. То есть она должна служить долго, она должна быть качественной.
Получается, если я сейчас, ну, к сожалению, не все могут позволить себе что-то дизайнерское, начинают как-то с массовых магазинов. Вот в массовом магазине вы тоже этим принципом руководствуетесь и подбираете более качественные вещи. Да. В массовых там как бы срок службы одежды там максимум 2 года. Да? Через 2 года мы все равно меняем. Там, особенно белые рубашки. Там, рубашка там, после 2-й стирки уже как бы становится непригодной. Поэтому лучше проявить сноровку и обратиться к более долговечным вещам. А где можно посмотреть ваши модели? Где вы планируете разместить какую-то информацию? Мы находимся по адресу Свердлова 3/3. Имеется студия, и там же шьем, и там же вещи можно посмотреть. Ну, то есть можно подойти и сделать индивидуальный заказ. Индивидуальные заказы, да, тоже делаем, но смотря пока нагруженность есть. Ну, то есть к успеху, к сожалению, уже не успеем, но как к следующему году вы можете подготовиться. Вы вот сказали, что в осознанном возрасте пришли в дизайн. Что бы вы пожелали начинающим маленьким дизайнерам? У нас сейчас много детей, которые этим увлекаются. Ну, я желаю, главное, чтобы не боялись именно своей мечты. И упорный труд перед труд, да, не бояться труда, не бояться слов людей. Там, у каждой сферы есть свои сложности, трудности, и надо это как-то научиться преодолеть. Спасибо большое за такой маленький показ. Спасибо большое, дамы. Очень приятно было вас увидеть в национальных костюмах. Наверняка кто-нибудь воспользуется советами и уже готов прийти, готовую продукцию посмотреть. Но мы желаем дальнейшего развития бренда. Дорогие друзья, до новых встреч. Начинайте утро вместе с нами. Спасибо, Вероника, спасибо, Парасковья. Действительно, очень интересные модели и, я думаю, очень хорошая, интересная информация, особенно в преддверии национального праздника ЭСЭХ. Ну, а сейчас, дорогие друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В День России в Якутске открылся новый многофункциональный спортивный комплекс. На более чем 2000 квадратных метров расположился зал для командных видов спорта и художественной гимнастики, а также зал бокса и тренажерный зал. Спорткомплекс был возведен в рекордно короткие сроки, меньше 10 месяцев прошло с момента установки первой сваи и до момента торжественного открытия. Во время игр «Дети Азии» в спорткомплексе пройдут игры по волейболу, а с сентября он станет площадкой для детско-юношеской школы по спортивной гимнастике. Конечно, сегодня это еще и дух предстоящих 8-х международных игр «Дети Азии». И сегодня весь город уже этим пропитан. Все мы понимаем, что через несколько дней город Якутск примет беспрецедентное количество и гостей, и спортсменов. И, конечно, вот такие объекты – это гордость нашего города, гордость нашей республики. Более 60 территорий благоустроили в Якутии по проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке. В прошлом году на эти цели из федерального бюджета выделено более 420 миллионов рублей. По итогам 2023 года по проекту благоустроена 61 дворовая территория в 25 муниципальных образованиях Якутии. При реализации проекта помимо стандартных дворовых территорий были благоустроены мини-парки. В этом году планируется благоустройство 14 придомовых территорий в Якутии. Праздничные мероприятия ко Дню России в Москве начались уже накануне. 11 июня на Красной площади десятки тысяч людей участвовали в съемках грандиозного концерта, который телезрители увидят сегодня. По традиции на главной сцене страны выступили группа «Любэ», Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Шаман, Дима Билан и другие популярные артисты. В этом году наши земляки-якутяне организованно решили сходить на концерт. Такую возможность им представило якутское постпредство. Нам выдали билеты
И идем вот с коллегами, с земляками из Якутии, которые живут в Москве. Все вместе вот собрались и идем на концерт. Несмотря на погоду, на дождь, очень многие потянулись, земляки, да, и вот сейчас выдвигаемся. Это прекрасный праздник для всей нашей страны. Многонациональная Россия празднует этот день особенно. Это прекрасная возможность встретиться с земляками, с друзьями, немножко отдохнуть, радоваться празднику. Яндекс-станцию, наушники, худи и кепки за лучшие видео поддержки получат самые креативные болельщики чемпионата «Лучший по профессии». Призы во время состязаний в Мирном разыграет медиакомпания «Алмазный край». Болельщикам нужно выложить видео с пожеланием удачи участникам и командам чемпионата. Подобные условия закреплены на странице «Алмазный край» в социальной сети ВКонтакте. Итоги конкурса огласят 16 июня на закрытии чемпионата. Еще 15 наборов мерча «Лучший по профессии», толстовки, кепки и наклейки, липучки получат те, кто репостнет в ВК закрепленную запись. Победителей определит рандомайзер 13 июня во время прямой трансляции с чемпионата. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Далее наша постоянная рубрика «Пусть мама придет» познакомит вас с мальчиком Александром, которому, как и всем детям, нужна любящая семья. Познакомьтесь, Александр. Он очень любознательный, общительный и открытый мальчик. Всем привет, меня зовут Саша, мне 9 лет, я играю в игрушки, люблю представлять. Саша отзывчивый, трудолюбивый, любит делать добрые дела, и у него много друзей. Доброе дело – это когда ты помогаешь друг другу. И помогаешь убираться, помогаешь там что-то делать. Если тебе там тяжело поднять что-то, ты помогаешь. Саш, а кем ты хочешь стать? Хочу стать этим профессионалом паркура. Саша с удовольствием показывает, что он умеет. Спортзал – любимое место Саши. Сюда он приходит каждый вечер. Пока у него нет особых успехов, но он очень старается. И думаем, в скором времени это даст хорошие результаты. Саша посещает кружок рукоделия «Радуга». С большим интересом учится вырезать, клеить и создавать различные поделки. Саша активный и жизнерадостный ребенок, и ему нужна семья. Мы очень хотим, чтобы Саша обрел любящих приемных родителей и свой дом. Ну а далее мы с вами перенесемся в поселок Усть-Нера, где прошла премьера детского спектакля. Режиссер Усть-Нерского народного театра при ДК «Металлург» Анна Петровна Бубякина приветствует всех желающих попробовать себя в роли самодеятельного артиста. Она с удовольствием работает и с подростками. Кто знает, вдруг в ребенке раскроется талант. В нынешний спектакль детской группы Народного театра вошли две истории из школьной жизни по мотивам произведений современных детских авторов. Этот состав был именно пик детей такого возраста, что им надо баловаться, и с ними было и репетировать сложно, но с другой стороны они с желанием ходили. Им это нравилось, но первые выступления, вот дебют, премьера, это их, конечно, зажало. Они вышли на сцену, а там сидят зрители, и у них был, конечно, ступор, немножко забыли текст, но в целом ничего. На сцене минимум декораций, всего двое взрослых в роли учителей и динамичная мелодия. Как вам игралось с детьми? Ой, замечательно. Очень интересная была репетиция. Ребята с удовольствием тоже репетировали. Было интересно. Стоит отметить, что многие юные актеры знают о театре от своих родителей и даже бабушек и дедушек, которые в годы своей юности также были самодеятельными артистами.
Ребята с гордостью рассказали об этом перед началом спектакля. Мой дедушка Александр Валентинович Казаков в этом народном театре тоже участвовал. Мне очень понравилось, как взрослые дяденьки и тетеньки, подруги моей мамы, на репетиции шутили, смеялись, учили. Действительно, у меня семейных этих артистов много, вот про которых мы рассказывали. То, что вот сегодня вот показывали клип, вот это действительно есть люди, которые вместе всей семьей ходят, почти всей семьей. Вот Варя Павленкова сегодня рассказала, она сама привела маму. Маме понравилось, ей тоже захотелось. Оказалось, мама вообще очень артистичная молодая женщина. Нам всем она понравилась. Сцену вручения подарка от всей души любимой учительницы нельзя смотреть без смеха. Однако артисты не вышли из роли. Как бы вы среагировали на такой подарочек от своих учеников? Ну, возможно, я бы так же и поступила. Потому что дети, от них не знают, что ожидать. И те подарки, которые они дарят от души, иногда пугают взрослых. Спектакль закончился. Артисты разбежались на каникулы, а режиссер уже обдумывает новую постановку. Следующий спектакль будет на военную тему и станет совместным. Взрослые и дети. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. На этом наш эфир подходит к концу, но этот рабочий день, четверг, только начинается. Я думаю, что мы с вами вместе, конечно же, бодро его проведем. Это было «Утро Якутии». Встретимся с вами завтра в это же время.